Приветствую вас в эфире национального телеканала. Специальный выпуск новостей. Россияне выбирают будущее. Сегодня самое главное политическое событие для всех граждан страны – выборы президента России. В одной только нашей республике работает 137 избирательных участков. Важность этого дня осознает каждый житель региона. Избирательные участки сегодня будут работать до 20 часов. Созданы все удобства, чтобы каждый житель Ингушетии смог выполнить свой гражданский долг. Для пожилых и с ограниченными возможностями здоровья людей организован специальный транспорт, чтобы они смогли добраться до своих избирательных участков. Также по поручению главы Ингушетии Юнусбека Евкурова в правительстве региона создан и функционирует оперативный штаб в целях координации оперативного реагирования на обращения о нарушениях в обеспечении бесперебойного электро-, газа, водоснабжения, телефонной связи и сети интернет на период проведения выборов. Но практически во всех УИКах подготовлены концертные программы и небольшие сувениры для избирателей. Особое внимание уделят голосующим впервые. Ну и в течение всего дня голосования на национальном телеканале Ингушетия в прямом эфире будет идти речь о самом важном событии в политической жизни страны. Наши съемочные группы работают в избирательных участках по всей республике. Корреспонденты будут в режиме реального времени рассказывать о ходе голосования. Из столицы с новостями Ирина Цичоева. На этом избирательном участке выборы начались ровно в 8 часов утра. Здесь голосуют в основном военнослужащие, которые заранее подавали заявление. Для того, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и гладко, здесь созданы все необходимые условия. Комната матери и ребенка, место для намаза и место для общественных наблюдателей. Помимо прочего, голосовать можно только один раз. Если по каким-то причинам избиратель повторит свое голосование, то его оштрафуют на приличную сумму. Штраф за повторное голосование 30 тысяч рублей. Уже с 8 часов на этом избирательном участке свой выбор успели сделать более 100 человек. Голосование, безусловно, проходит тайно. За избирательную ширму заходит только один избиратель. Советовать, за кого голосовать, не имеет права никто, а голосуют здесь в основном военнослужащие и контрактники. С обеда будут приходить уже гражданские избиратели. На бюллетене 8 кандидатов. Выбирать можно только одного из них. За порядком здесь следят сотрудники полиции, а за ходом выборов наблюдают общественники. У нас ожидается около 1000 избирателей. В Центре культурного развития избирательный участок номер 18. Также воспитанники Центра культурного развития подготовили концертную программу, приуроченную к выборам президента России. Здесь идет тщательная проверка по спискам заявленных избирателей. Необходимую помощь в ориентировке по участку оказывают добровольцы, общественники и волонтеры. Также здесь функционирует медпункт, дежурит спасательная служба на случай необходимости. Жители республики очень серьезно отнеслись к выборам. Каждый пришел решить судьбу государства. В Нижних Ачулыках избирательный участок номер 27 открылся ровно в 8 часов по местному времени. Здесь проголосовать уже успели более 40 избирателей. Все необходимые условия здесь созданы. Комната матери и ребенка, место для намаза и отдыха. Также подготовили развлекательную часть мероприятий. Что примечательно, среди избирателей много людей пожилого возраста. ويعادل زكونا عدولي قاش بور بقاش تسبير قاش سقي شيء غلط شيء ازدل شيء ابيازنا ستيتسون سنداش كي سو شي ملبرنا حبك قاش تسبع اخر شين بقى اخر تسقى قاش تسبع اخر انا تسبيز لقي ايليا ويمك ويغلط ويبچالكن ايليا وديك ياخذ دوش اورا قاش тесбя اخر. В 7 утра мы заступили на свою работу. Участок был открыт. В 8 часов начали работу по осуществлению выборов. Работа идет в штатном режиме, люди приходят. На нашем участке впервые голосующим подготовлены подарки. Тем, у кого сегодня намечается день рождения и тому, кто впервые голосует, тоже намечены подарки. Я думаю, жители села проявят активное участие в выборах, так как это наше будущее.
Да, الخرجة بليس уже. Это сагухарни шишим балахетер. Проголосовать шпалатах. Погода в республике по-настоящему солнечная. Никто и ничего сегодня не должно помешать нам сделать свой выбор. Это наша страна и наше будущее. И каким оно будет, решать только нам с вами, дорогие избиратели. Поэтому не оставайтесь в стороне и воспользуйтесь своим правом. Давайте решим будущее нашей страны вместе. Лина Сычоева, Адам Далаков, Новости 24. Гражданскую инициативу проявляют и жители Назрани. Здесь избирательный процесс сопровождается концертной программой. Свой голос уже отдал народный мэр Алихан Тумгоев с семьей. В этом же избирательном участке работает мой коллега Зелимхан Калоев. Ему слово. До старта голосования остается всего несколько минут, но здесь уже первым сделать свой решающий выбор на участок пришел Магомед Машхоев, пожалуй, один из старейших жителей города. Очень ответственно подошел к этому празднику. Ровно в 8 часов утра, как только избирательный участок номер 81 успел распахнуть свои двери, проголосовать за импонирующего кандидата в президенты, одним из первых пришел и народный мэр Назрани Алихан Тумгоев вместе со всей своей семьей. Вместе с мэром посмотреть, как проходят первые выборы своей жизни, пришел и племянник Алихана, который своим выступлением озорным танцем поднял настроение всем присутствующим. Смех, веселье, чувство праздника царит на этом участке с раннего утра. Градоначальник на личном примере показывает всем жителям, как важно прийти на эти выборы, проявить чувство патриотизма и выполнить свой гражданский долг. Мы сегодня выбираем мощную Россию, с мощной экономикой, с мощными вооруженными силами. Я за это проголосовал, за будущее нашей республики, за будущее наших детей. Среди первоголосующих 18-летний Накир Тумгоев. Это его первый и самый ответственный шаг для молодого человека. День, когда решится будущее всей страны. Я думаю, мой голос очень важен, и я думаю, что он будет решающим. Голосование завершится ровно в 20:00 по московскому времени. А пока у жителей Назрани есть прекрасная возможность стать частью грандиозного события. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ну, вся информация о ходе голосования стекается в Центральный избирком. В региональном избиркоме сейчас находится моя коллега Лилия Измайлова. Лилия, здравствуй. А есть ли информация о каких-нибудь жалобах к этому часу? И так, как я уже сказала, вся информация из избирательных участков стекается в избирком. И к нам присоединился председатель избиркома Евлоев Муса. Муса, скажите, пожалуйста, как проходят выборы, поступали ли жалобы? Ну, все у нас проходит в штатном режиме. Все участки открылись в установленное время, то есть 8 часов. Праздничная обстановка, все это видят, солнце светит. Видно, что люди хотят реализовать свое право. И призываю тех, кто еще не пришел на участки, чтобы они пришли и проголосовали. Жалобы поступали? Ни одной жалобы пока нет, обращений тоже нет, все в штатном режиме. Спасибо, Муса. Ну что же, мы будем продолжать работу и всю информацию дальше мы вам будем сообщать. Лилия, спасибо. Ну а мы продолжаем. Каждый голос, отданный сегодня, это не просто галочка в бюллетене, а выбор будущего страны, региона и гражданина. Поэтому даже в самых высокогорных селах Ингушетии люди с самого утра первым делом активно идут на избирательные участки. Один из них развернулся в школе Джейраха. Села горного района отдаленные, поэтому организован подвоз избирателей. Уже проголосовали около 50 человек в Джейрахе. По спискам зарегистрировано более 600. И 18 из них – это избиратели, которым предстоит сделать свой выбор впервые. А вы сами в этом селе проживаете, да? А может, кто-то у вас из дома тоже проголосовал? Есть еще? А что вы ждете от кандидата, которого выбрали? Диктор. А конкретно каких изменений вы ожидаете? Конкретные изменения. В какой сфере? Вот у вас ляточек, воду толкче.
В районе 6 избирательных участков, они начинаются от 1 до 6, зарегистрированных жителей, как избирателей 2782. На данное время к 10 часам уже 25% проголосовавших. Участки у нас оснащены всем необходимым. Помимо этого, можно сказать, что у нас не то, что просто выборы, а праздник, потому что вы сами видели, как не то, что музыка играет и люди веселые, они аж даже и танцуют. Ну, так весело голосуют горцы. Ну а с 8 утра на избирательном участке номер 15 города Магаз тоже было многолюдно. Каждый из этих избирателей пришел с одной целью – сделать правильный выбор. На этом участке зарегистрировано более 1000 человек. Здесь предусмотрели все условия для голосования, включая развлекательную программу, накрыты столы, развернутая сельхозярмарка, а также играет симфонический оркестр. Проголосовать пришел и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров вместе со своими детьми. Он отмечает, что сегодняшний день играет большую роль в жизни страны. Мы выбираем достойного лидера, подчеркнул глава региона. На всех избирательных участках в день президентских выборов проходят сельскохозяйственные ярмарки. Они уже начали осуществлять продажу и продолжатся это до 15 часов дня. Здесь представлен ассортимент товаров фермерских хозяйств, частных предпринимателей, а также сельхозпроизводителей из соседних регионов. На ярмарке представлены мясомолочные и колбасные изделия, овощи, фрукты, разные сорта орехов, напитки, кондитерские изделия и товары повседневного спроса. В Магазе осуществляют работу в 9 избирательных участков, в том числе Центр культурного развития, гимназия Марем, лицей и Центр образования. Сегодня отмечается важная дата в истории нашей страны. 4 года, как президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении Крыма и Севастополя в состав России. Этому историческому событию предшествовал общенародный референдум в Крыму, на котором 97% жителей полуострова проголосовали за возвращение в родную гавань. И декларация о независимости, принятая 11 марта 2014 года. Парламент Крыма провозгласил независимость республики, после чего Симферополь обратился к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового субъекта. Сегодня наши два региона связывают тесные дружеские отношения, которые способствуют налаживанию торгово-экономического и научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Доказательством сплоченности послужила и передача нашему региону на безвозмездное пользование пансионата «Евпатория». Это были все новости к этому часу. Увидимся меньше, чем через час. До встречи.